с юрлицом мы будем назначать, но что делать мэр? Я для себя столкнулся с тем, что на сегодняшний день у депутатов муниципалитета ясного, понятного механизма информационного обеспечения его нет. Вообще вопрос на самом деле возник не просто так, не из праздного любопытства и не из-за того, что депутаты захотели вмешиваться в работу мэрии и ее структурных подразделений. Проблема заключается в том, что на сегодняшний день у нас довольно-таки тяжелая ситуация с ГДУ, тяжелая ситуация со спецавтохозяйством, в Яртелесети тоже не все так хорошо, как хотелось бы. Поэтому депутаты ищут различные механизмы для того, чтобы влиять на эти процессы, для того, чтобы ситуация в этих организациях муниципальных была лучше. И вот один из таких механизмов рядом депутату был предложен в части оказания влияния на принятие решения о том, кто будет возглавлять руководящие должности в этих учреждениях. Поправка не была принята. Сам я считаю, что позиция о том, что мэр вправе самостоятельно назначать тех людей, которые будут выполнять определенные функции, да, то есть он руководитель, он назначает своих подчиненных и несет за это ответственность. Я считаю, что это, в принципе, подход правильный. В свою очередь, депутаты, у них есть механизм контроля за деятельностью акционерных обществ с участием местных органов самоуправления, за деятельностью МУПов. Вот, поэтому здесь просто нужно определить формат осуществления контроля депутатского за деятельностью этих предприятий и его осуществлять. Спасибо большое. Спасибо.